Добрый день, с вами передача «Акцент». И сегодня у нас в гостях главный терапевт Министерства здравоохранения Республики Прокопьев Егор и заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора Валентина Григорьева. Сегодня мы обсудим проблему эпидемиологического состояния в республике. Страх перед свиным гриппом охватил республику. Если верить федеральным каналам, самое тяжелое положение в Камчатском крае и у нас в Якутии. Егор Спиридонович Прокопьев окончил медицинский институт ЕГУ имени Максима Кировича Амосова по специальности терапия в 2000 году. С 2010 года занимает должность главный терапевт Министерства здравоохранения РСЯ. Валентина Ивановна Григорьева окончила Кемеровский государственный медицинский институт в 1993 году. С 2005 года занимает должность заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. Валентина Ивановна, каково эпидемиологическое положение в республике? Как и по всей стране, на сегодня в республике отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. В основном болеют дети до 14 лет. Лабораторный мониторинг показывает как циркуляцию вирусов гриппозной, так и негриппозной этиологии. Сколько на данный момент заболело человек? На данный момент именно свиным гриппом заболело 56 человек. Это на 29 января текущего года. Как часто обновляются данные? Данные по республике обновляются у нас еженедельно, а по городу Якутску, поскольку он является опорной базой института гриппа, собираем данные ежедневно. Егор Спиридонович, как проводить профилактику ОРВИ и гриппа? Профилактику, это общеизвестные методы, да, скажем так. Это, первое, это личная гигиена человека. Это надо мыть руки с мылом, да, потом при чихании, при кашле обязательно прикрывать нос и рот, да. И, конечно, это витаминотерапия, закаливание организма, повышение иммунного статуса. Так, и есть лекарственная профилактика. Сейчас в целях профилактики рекомендуем, конечно, принимать инговелин, противовирусные препараты, да. И, конечно, первое, то, что если человек почувствует недомогание, насморк, в первую очередь надо обращаться к врачам, потому что самолечением при свином гриппе заниматься не надо. А какие симптомы у свиного гриппа, чтобы человек... Скажем так, что свиной грипп или грипп не этого штамма, да, они не подразделяются по клинике. Все равно это общая слабость, насморк, боли в верхних дыхательных путях. Общепризнанные симптомы. Температура, конечно. Кто находится в основной группе риска? Озвучили, да, то, что у нас детское население, и, конечно, у нас упор делается на пожилое население. И, конечно, вирус гриппа тоже действует неизбирательно, да, но может заболеть каждый. Валентина Ивановна, наверное, всех жителей республики волнует вопрос карантина в школьных учреждениях и в дошкольных учреждениях. Да, карантин у нас вводится по мере, по результатам мониторинга за уровнем заболеваемости. У нас на данный момент введены в 23 районах и в городе Якутске. В городе Якутске в связи с тем, что сохраняется подъем заболеваемости, карантин продлен по 6 февраля. Полностью не работают школы в Намском, Нюрбинском районах, кроме города Якутска. Также по мессенджерам распространилась информация о том, что детей, посещающих дошкольные учреждения, при отсутствии прививки по какой-то определенный срок, до какого-то определенного срока, не будут допускать к посещению детских садов. Такое положение закреплено законодательно. Статья 5 Федерального закона 157 об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний предусматривает такое. При отсутствии профилактических прививок возможен отказ в приеме детей в образовательные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний и при угрозе эпидемии. А что делать родителям, если они не успели в определенный срок сделать прививки своему ребенку? На данный момент, естественно, против гриппа вакцинация не делается, поскольку идет подъем заболеваемости. Надо было об этом думать заранее, когда
проводятся такие мероприятия. Мы иммунизацию проводили среди населения в октябре, ноябре и в сентябре месяце, с сентября по октябрь. Получается, если человек, ребенок не поставил, ребенку не поставили прививку осенью, он уже сейчас не может посещать? Сейчас не может получить, остается только неспецифическая мера профилактики. А когда он сможет получить следующую прививку? Следующая прививка против гриппа у нас начнется только в следующем эпидсезоне, это начиная с сентября месяца 2016 года. Каковы последствия заболевания для организма человека? Последствия данного заболевания при свином гриппе – это, конечно, развитие внебольничной пневмонии, то есть острое воспаление легкого, да, легочной ткани. Ну, тут мы подразделяем на несколько видов, да, это легкая степень внебольничной пневмонии, средне-тяжелая степень и тяжелая степень, которая вот, наиболее характерна на протекание в тяжелой степени. Возникает, конечно, это легочная недостаточность, да, дыхательная недостаточность, и, которая может привести к летальным исходам, или к смерти пациента. Да. Конечно, сейчас мониторируется, сколько больных у нас заболело внебольничной пневмониями. По республике у нас сейчас зарегистрировано 130 пациентов с пневмониями, да. Но вот по смывам у нас пока в городской клинической больнице среди 20 пациентов по смывам пока пневмония, вызванная возбудителем свиного гриппа, пока не выявлена, скажем так. Смывы берем у всех пациентов, которые поступают в стационар на вирусологическую лабораторию. А есть ли в республике какой-то отдельный стационар для больных? Отдельный стационар, все равно все пациенты, которые мы выставляем грипп, они все госпитализируются в инфекционное отделение. Но в случае массового заболевания людей мы готовы развернуть дополнительные койки круглосуточного пребывания. Да, это в пульмонологическом отделении у нас есть резервные койки в республиканской больнице номер 3, это по городу Якутску. И в центральных районных больницах тоже такой план есть, где мы готовы развернуть дополнительные койки. Поэтому недостатка в коечном фонде в период подъема и сезонного подъема и эпидемии у нас нет. И насчет наличия лекарственных средств, тоже в достаточном количестве. Спасибо, что ответили на волнующие нас вопросы. Всего доброго. С вами была передача «Акцент». Не болейте.